Добрый вечер, это программа «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Якутия – регион сложный для строительства и реализации инфраструктурных проектов. Зима почти 9 месяцев в году, короткий строительный сезон. Но, несмотря на все преграды, наша республика активно развивается и даже может дать фору некоторым другим регионам, где нет климатических проблем. К своему завершению подходит долгожданное строительство кардиологического диспансера. Сегодня объект уже практически готов, идут последние приготовления перед открытием. Создаются новые общественные пространства, ведется активное переселение граждан из аварийного жилья, открываются общественные и культурные центры по всей Якутии, по всем улусам. О том, как удается нашим строителям держать марку, какие проблемные вопросы нужно решать для улучшения качества жизни якутян, мы сегодня поговорим с нашим гостем, первым заместителем председателя правительства Якутии Кириллом Бычковым. Добрый вечер, Кирилл Евгеньевич. Добрый вечер. Вот я тут за кадром услышала, что вы сегодня ходили по стройке как раз кардиологического диспансера. Вот расскажите, что там сейчас происходит. Да, я еще долго перед эфиром проверял, не осталась ли у меня пыль сегодня от сегодняшних обходов. Но на самом деле пыли уже практически там не остается. Мы завершаем строительство кардиоцентра. Этот объект у нас должен быть завершен строительством в конце нынешнего года, то есть в конце декабря. Стройка там и все работы там будут завершены, и пойдет уже пусконаладка и, собственно, получение необходимых разрешений, лицензий для того, чтобы в начале следующего года пациенты уже могли посмотреть и пройти обследование, лечение, кому необходимо, и увидеть уже в действии этот совершенно уникальный на Дальнем Востоке объект. Там ведь какое-то оборудование еще будет? Ну, на самом деле он уникальный именно потому, что там будет самое современное на Дальнем Востоке оборудование. Это не только стандартные приборы и стандартные установки, которые используются в кардиологии, но поскольку это будет еще и кардиососудистый центр, то там будут, конечно, все новейшие приборы компьютерной диагностики. И, в частности, скажу, что те МРТ и КТ, которые там будут находиться и которые будут обслуживать наших граждан, они самые современные в мире на сегодняшний момент, то есть лучше нету. Поэтому мы твердо уверены, что, конечно, он будет одним из самых лучших в стране, ну и, конечно, точно сейчас самым передовым на Дальнем Востоке. Но кроме этого, перечня оборудования есть еще и несколько ангиографов, есть суперсовременные рентгены, есть суперсовременные системы переливания крови, стерилизации, ну и, конечно, там будет самая современная система климатоподготовки, вентиляции и так далее, что он, в общем-то, в наших условиях крайне важно, а особенно там будет большое количество чистых помещений, где будут проводиться комплексные операции, открытые операции, полостные операции, где мы можем быть уверены, что никаких таких побочных или проблемных факторов не произойдет, потому что то оборудование, которое там, и те материалы, которые используемы для этих помещений, они, конечно, самые современные, последнее слово техники. И он уже, получается, если все будет нормально, то уже с января, да, начнет пациентов принимать? Ну, я бы не сказал, что с января, потому что любое медицинское учреждение – это лицензии, это подготовка специалистов, это обучение. То есть строительные работы мы в этом году завершим. Все оборудование будет установлено, но все-таки это не кинотеатр, когда ты сдаешь объекты, завтра можешь показывать кино. Это сложнейший объект медицины. Это на самом деле объект, который повышенный, очень высокой степени ответственности. То, что от строителей зависит, да, поэтому строительная часть будет завершена, а то, что касается персонала и медиков, ведь мы понимаем, что там будет большое количество новых высококвалифицированных рабочих мест. Это самые лучшие, самые высокого уровня специалисты в здравоохранении. Да, потому что оборудование приобрести это одно, а научить людей на нем работать. Да, поэтому это потребует для такой надежности, потребует достаточно много усилий для того, чтобы таких специалистов научить и приспособить к работе в таких условиях. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать свой вопрос можно по телефону 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение текстом на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 235 05 02. Ну, раз уж про кардиологический центр мы заговорили, вот про онкоцентр. Там как? Ну, у нас два объекта таких вот крупных особо значимых.
совершенно верно. Огромная заслуга главы республики Арсения Сергеевича Николаева, что наконец мы эти средства получили. Республика за это боролась много лет. По-моему, с 2013 или с 2014 года эти два объекта находились постоянно в заявках на федеральный центр на получение федерального финансирования. Я могу сказать, что это колоссальные деньги, потому что кардиоцентр около 6 миллиардов рублей, онкоцентр и того больше. Поэтому здесь, безусловно, без финансовой поддержки федерального центра мы просто никогда бы эти объекты не построили. И в 2019 году Арсению Сергеевичу удалось убедить наших федеральных коллег и получить федеральное финансирование. Конечно, это заслуга и команды, которая над этим работала. И мы начали строительство немедленно, в том же году. Поэтому мы можем сказать, что эти объекты строятся, в общем-то, вместе, параллельно. Единственное, что у них разный срок ввода. В этом году вводится кардиоцентр, ну а онкоцентр будет введен в 2023 году. Скажу, что онкоцентр, он еще больше размером. Если в кардиоцентре 15 тысяч метров, то онкоцентр это 25 тысяч метров. То это один из самых крупных объектов на Дальнем Востоке вообще в целом, как медицинский. Но почти в 2 раза больше, соответственно, и строить его будут немножко дольше. Ну, зависимость нелинейная, потому что есть вопрос еще и бюджетирования, большие суммы, и, конечно, федеральные средства, они были распределены на несколько лет. Безусловно, это был одним из условий начала строительства, что мы входим в эту программу, понимая, что достаточно емкие проекты. Но я думаю, что для нас это, тем не менее, все равно мы видим, что эти объекты будут введены, мы точно знаем, что это произойдет, но на самом деле в 2023 году, несмотря на то, что срок стоит в конце года у нас плановый, я надеюсь, что мы будем иметь возможность сдать на полгода раньше, но в 2023 году. Ну и большой и важный пласт вашей работы – это контроль строительства в Арктике. Вот там особые температурные условия, еще жестче, чем здесь. Вот какие сейчас современные технологии, может быть, используются? Ну, это самый, наверное, для нас насущный вопрос, потому что огромные программы, федеральные нацпроекты, которые сейчас мы реализуем, они предполагают, ну, по сути, взрывные темпы строительства, ускорения, повышенное обязательство. У нас одна только программа переселения взята в повышенных обязательствах. Мы в начале этого года умножили более чем в 1,5 раза наши целевые показатели. И, соответственно, нам нужно в быстрые сроки увеличить темпы строительства. Конечно, в северных наших районах это сделать без каких-либо технических новшеств и применения технологий абсолютно невозможно. Но вот я недавно был в Анабарском районе, и там был осуществлен ввод новых домов по программе переселения из ветхого аварийного жилья по программе МХМ. Это технология быстро возводимых домов из сборных деревянных панелей, которая позволяет делать сборку в любую погоду. То есть можно собирать и в минус 50 градусов. Это сборка. А производство осуществляется у нас в Якутске на заводе «Алмаз», который является крупным деревоперерабатывающим предприятием и производит эти панели. Но, конечно, широкой общественности хорошо знакома эта технология по тому, как были в Бескёле построены более 30 домов в суперкороткие сроки, в течение 2 месяцев. Конечно, ни одна другая технология не способна была бы реализовать такую амбициозную задачу в такие сроки. Поэтому в Арктике прежде всего мы будем использовать такие технологии. Но скажу, кстати, вот в качестве такого интересного примера, что вот эти дома по программе переселения, которые по программе для такой, ну, массовой, очень большая емкая программа, тем не менее, мы очень сильно следим за качеством. И подрядчик сдал эти дома вплоть до того, что с теплыми полами в ванных помещениях. Поэтому я думаю, что мы будем идти вперед в ногу со временем, далее совершенствовать эти технологии. Ну и в конце концов наши северяне, наши арктические жители будут находиться в не менее комфортных условиях, чем центральный район Якутии. Ну, раз уж вы сами заговорили о переселении из аварийного жилья, то вот это тоже такая отдельная тема, да, и очень приятно, что в Арктике началось переселение из аварийного жилья, потому что, ну, долгое время, скажем так, это велось только в Якутске и в каких-то еще городах, да. Сейчас программа заработала по всей республике, по всем районам. Ну и, конечно, наш Жатай в прошлом году мы узнали, что это первый вообще в России городской округ, где нет аварийного жилья. Это, конечно, приятно и гордо осознавать. Вот, но при этом мы понимаем, что не везде дела обстоят, к сожалению, так радужно, как в Жатае. Да? Но скажите хотя бы, может быть, есть какие-то районы, которые
ну, близки к этим показателям, какой населенный пункт станет следующим без аварийного жилья? Ну, я в целом отмечу, что у нас самая крупная программа, во-первых, в России. Более 11% всего аварийного жилья у нас переселяется в Якутию. Это более 1 миллиона 100 тысяч квадратных метров. Ну, вдумайтесь, какая-то огромная цифра. Из них 155 тысяч квадратных метров приходится на арктические районы. Я могу сказать, что да, действительно для нас очень отрадно было то, что такой рекорд общефедеральный мы продемонстрировали в прошлом году. Приехала очень представительная делегация, фонд реформирования ЖКХ, причем не только в составе своего генерального директора Константина Георгиевича Цицина, который является таким большим другом республики и очень много сделал личный вклад для того, чтобы программы в республике работали наиболее удобно и комфортно для жителей, понимая наш короткий строительный сезон. Но и председатель наблюдательного совета Сергей Вадимович Степашин, который лично вручал ключи от домов в Жатае. И, конечно, это было на всю страну, значит, проинформировано, протранслировано вот это великое событие. Мы, понимая, что сроки у нас специально мы так сделали, чтобы сроки сделать быстрее, короче, мы взяли на себя дополнительные объемы с последующих периодов. Мы, конечно, эту программу хотим завершить быстрее, чем плановые значения, то есть быстрее, чем 2025 год. На сегодня мы идем в графике. Скажу, что цифры огромные, то есть на нарастающим итогом к концу года нам надо будет переселить 325 тысяч квадратных метров. Ну, для примера скажу, что в прошлом году эта цифра была 215. То есть мы нагоняем очень большими темпами программу вперед графика. Поэтому здесь мы понимаем, что, ну, опять же, здесь очень большое значение имеет, насколько грамотно и правильно мы координируемся. Но самая главная роль здесь принадлежит, конечно, муниципалитетам. Насколько они в программе участвуют в контроле над строительством домов. Ведь в этом году у нас сдается 49 только многоквартирных домов по программе переселения. Это огромное количество. Ну и, конечно, все вводы у нас приходятся на ноябрь-декабрь. Это классика строительства в Якутии, короткий строительный сезон, поэтому достаточно такой период предстоит серьезной работы не только для строителей, но и для регистрирующих органов управления Росреестра в республике. С этими коллегами мы также работаем очень плотно и надеемся, что все будет в этом году так же успешно, как и в прошлом. Да, причем на муниципалитетах ведь еще лежит и обязанность, ну не обязанность, а функция признавать дома аварийными, да, и если раньше это было обязательно, там нужно было комиссию пройти за счет самих жильцов, то сейчас, ну вот в Якутске, например, уже стали это делать за счет города. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Алло. Да, задавайте ваш вопрос. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Марина, и я звоню вам из города Ленск по вопросу переселения. Подскажите, пожалуйста, когда введут дом по улице Якутская, 56? Очень ждем. Якутская, 56. Насколько я знаю, акт ввода уже получен застройщиком. Сейчас ведутся по этому адресу работы по оформлению собственности. Дальше пойдет регистрация. То есть я думаю, что это вопрос нескольких недель. Ну, отлично. И вот еще такая проблема, которая долго у нас не решалась, долго висела, просто не знали, что делать с этими людьми. Я говорю про абонентных дольщиков. Вот, то есть, ну, действительно, годами она не решалась, да, и наконец-то вот начались подвижки. И вот буквально не так давно вы поделились новостью о том, что долгострой на Каландаршвили ввели. Вот какая сейчас работа ведется и сколько еще решать предстоит, и когда это все, ну, то есть, по крайней мере, перед людьми забрежило что-то вот. Совершенно правильно, абсолютно разделяю вот ваш такой оптимизм, прозвучавший в этом вопросе, потому что действительно мы на протяжении вот этих 3 лет, начиная вот с 2019 года, когда был создан отдельный фонд в республике по поддержке обманутых дольщиков, в этот фонд были переведены средства из федерального фонда, и мы получили уникальную возможность выплачивать средства, живые деньги пострадавшим. То есть после признания, после того, как этот объект попадал в реестр, мы получили возможность после определенных действий выплачивать людям эти деньги. И на сегодняшний момент в реестре осталось всего 6 объектов.
То есть это 8 объектов. 8 объектов, которые на сегодняшний момент являются проблемными. Из них 6 объектов, я неспроста оговорился, это жилье, и 2 объекта это нежилые объекты, такие как вот 1000 мелочей, такие как Чурон, который строится у нас на Петра Алексеева. Это тоже в реестре находящиеся объекты, которые мы мониторим и, соответственно, оттуда должны вывести различными способами. Ну, инструментарий сейчас у нас есть финансовый. За этот год мы вывели из реестра проблемных уже 6 объектов. То есть это был вообще беспрецедентный год за все время решения проблем обманутых дольщиков. У нас таких вот показателей быстрого решения не было ни в какие из предыдущие годы. Опять же, благодаря такой усиленному контролю и усиленному вниманию со стороны главы республики, то есть он реагирует моментально на все федеральные программы, то есть она вот еще не вышла, он уже нас собирает, ставит на контроль, и мы, конечно, во многих случаях первыми оказываемся именно благодаря тому, что он нас настраивает на мгновенную реакцию. Такие вот примеры могу привести. Это мы были как раз первыми, кто получил из фонда по обманутым дольщикам. Мы первые вместе с Новгородской областью получили инфраструктурные бюджетные кредиты, которые нам позволят качественно и количественно преобразовать нашу наши темпы строительства благодаря тому, что мы подведем коммуникации, инфраструктуру к крупнейшему кварталу в городе Якутске, который сейчас строится, Звездный называется. Очень ДСК ведь, да? Там? Совершенно верно, 260 тысяч квадратных метров. Это новый квартал в городе Нерюнгри, город, который растет, который сейчас население у него увеличивается вообще в Нерюнгинском районе. Я думаю, что многие знают об этом, и тоже это вселяет очень большой оптимизм. Это все-таки наша промышленная территория, которая опять набирает приток населения и естественная прибыль населения, также присутствует демографическая ситуация хорошая, поэтому для нас крайне важно быть первыми в этих жилищных программах. Вот буквально несколько дней глава Якутии Асен Николаев опубликовал на своих страницах в социальных сетях о том, что начал свою работу комплекс «Энергетик» в Алдане. Вот. И о том, что бассейн не работал, сообщил житель города. Вот. И, сколько я понимаю, вы прямо в прямом эфире главы, он сказал: Кирилл Евгеньевич, займитесь. Вот насколько, по-вашему, такой формат общения между людьми и властью эффективен? Ну, вы уже, по-моему, про него все сказали, про этот формат. Его никак никуда не по-другому не опишешь, никуда не спрячешь. Он вот самый, наверное, прямой формат общения. Я вообще считаю, что социальные сети, особенно с участием главы, это, наверное, самый действенный механизм, когда он в моменте отдает распоряжение. Но мы, конечно, все это внимательно мониторим и смотрим за ходом этих дискуссий, потому что мы видим, что именно волнует наших жителей. И, конечно, они обращаются прежде всего к главе. Поэтому, безусловно, этот вопрос не мог быть по-другому решен. Он был моментально поставлен на контроль, и за считанные дни нам удалось это все реализовать. Конечно, такие объекты, как спортивные комплексы, бассейны, там сложные медицинские объекты, это не то, что может быть построено там за несколько недель или введено в точные сроки вне зависимости от каких-то технических причин, потому что, конечно, сложная техника в наши условия, ну, кстати, бассейн — это всегда такая среда, которая должна несколько раз провериться, вы должны испытания провести. И здесь, безусловно, люди, которые ждали этот объект много лет. Мы, когда вот участвовали еще в отчетах правительства, каждый раз приезжая, мы же смотрим, какие вопросы были в прошлый раз. И начиная с 2019 года этот вопрос прямо обострился. И мы тут же его включили в программу и, собственно говоря, его достаточно быстро уже довели до конца. Поэтому то, что сегодня там проходят уже соревнования и жители города Алдана плавают в этом бассейне, это, конечно, заслуга прямых эфиров, прежде всего, прямой линии с главой республики, ну и, конечно, его такого пристального контроля за любыми абсолютно процессами любого масштаба. Вот на WhatsApp пришел вопрос, кто контролирует ценообразование на новостройки в Якутске. Цена на квадратный метр уже превышает 120 тысяч рублей. Можно ли как-то остановить рост цен? Ну, вы знаете, здесь надо на эту проблему посмотреть сначала с хорошей стороны, потом понять причину вот такой динамики. Значит, хорошая сторона в том, что заработали сразу одновременно
много программ ипотечного кредитования. Ведь вы в 2020 году видели, что были приняты Дальневосточная такие и ипотека. дальневосточная ипотека 3%, и 2%, и поддержка молодых семей 3%, и 6% льготная, сейчас она стала 7%, но президент Российской Федерации продлил ее действие, несмотря на то, что это была одной из мер на пандемичный год. Тем не менее, сейчас было понятно, что эту программу стоило продлить, и такое поручение было дано, она сейчас заработала, причем не только в многоквартирном секторе, но и в индивидуальных жилищных строительстве. Она также можно получить кредит льготный под 7%. И, конечно, все эти программы не могли не спровоцировать колоссальный спрос на жилье. Колоссальный спрос. А в рамках того, что мы в эти годы, в общем-то, проводили жилищную политику такую достаточно, скажем так, она идет на взлете, но она не могла мгновенно удовлетворить весь спрос, естественно, пошла вверх цена, потому что просто спрос стал превышать предложение, это обычный закон рынка. Поэтому позитивный фактор, что много программ и возможностей купить, негативный фактор, на первый взгляд, то, что растет цена, но после того, как будут введены те объемы строительства, о которых я сказал выше, это крупные объекты в Якутске, в Неринге, в других городах, я думаю, что цена точно стабилизируется или пойдет вниз, потому что будет достаточное предложение, будет конкуренция, много застройщиков выйдет с объемами на жилищный рынок, и тогда цена сбалансируется. Поэтому мы получим, собственно говоря, тот эффект, который добивался и президент Российской Федерации, и мы, как правительство республики, осуществляя национальный проект. Ну вот, кстати, возвращаясь к обманутым дольщикам, можно сказать так, что сейчас этой проблемы уже не будет. То есть вот эти вот проблемные объекты, а больше их не появится. Вот есть ли гарантия? Потому что было такое мнение, да, ну не скрою, у многих, что вот эти люди, значит, сами виноваты, смотрели, куда снесет свои деньги, почему государство должно за них вообще отвечать. Вот. И вот вопрос в том, что вот сейчас застройщики, как вот проверенные они, вдруг наберет кто-то по дальневосточной ипотеке, значит, себе дольщиков и обманет их боитесь, опять. что будет такой сценарий, как в США перед кризисом 2007-2008 года? Я не думаю, что такой сценарий нам грозит. Во-первых, мы не закредитованы, так как население Европы, Америки. Во-вторых, у нас наши ипотечные программы, они действительно нацелены на тех, кто нуждается в жилье. Это для них не способ заработать, это не способ накопления, получения каких-то дивидендов. Это на самом деле обеспечение жильем в стране, где жилья действительно до недавнего времени не хватало, и сейчас мы эти темпы нагоняем. Я могу сказать, что совершенно не исключены новые проблемные ситуации, и роль правительства не только решать старые проблемы, но и предвидеть новые и заранее их как-то упреждать, ну и, конечно, не отгораживаться и не делать вид, что проблемы не существует. Сейчас мы решим проблему обманутых дольщиков, то есть до 2024 года президент поставил такую задачу, мы ее, безусловно, решим. Но ведь существуют и другие проблемы, двойные продажи, существует проблема обманутых по различным финансовым пирамидам, по ИЖС и так далее, и так далее. Я думаю, что эти вопросы будут решаться постепенно. На сегодняшний момент инструментария федерального еще нет на эту тему, но, безусловно, я вижу, что это будет следующий шаг, и до этих проблем тоже доберемся. Поэтому здесь мы будем наращивать темпы решения того, что уже сейчас можно. Повторюсь, что горизонт решения обманутых дольщиков, он уже там считанные годы, 1-2 года, и мы с этой проблемой разберемся. Но те объекты, которые сегодня вызывают опасения, они находятся на пристальном контроле и Министерства строительства, и нашего фонда, ну и, конечно, в целом правительства Республики главы. Ну вот я знаю, что вы еще и занятость курируете, да, и вот по итогам 9 месяцев 2021 года, пандемийный год, тем не менее, в золотодобывающей компании Якутии трудоустроено почти 1000 человек, которые живут в Якутии. Вот. И причем почти половина — это молодые люди, ну, как считается, до 35 лет. Вот расскажите о кадрах в промышленности и строительстве местных. На самом деле, действительно, у нас в прошлом году ситуация, как и во всей стране, конечно, с занятостью была очень напряженной. В этом году мы уже вышли на показатель ниже 6,6% по общей безработице. Я считаю, что это
достаточно хорошей работы. Мы практически на процент убрали. В прошлом году было 7,5, даже больше, чем на процент. 7,7 было в пике. Сейчас на 1,1 пункта мы убрали. Это большой результат. Но на этом мы точно не будем останавливаться. И одно из таких серьезных направлений деятельности, конечно, местные кадры промышленности, где мы хотим, во-первых, заместить внешние кадры, убрать, где возможно, вахтовую систему, немножко разобраться с вахтовыми поселками, какой-то статус им придать в то же время, да, чтобы был лучше администрирован этих вопросов. Ну и, конечно, научить наши местные кадры, чтобы они могли быть востребованными, ну и в самом идеале, чтобы у нас настолько мощные кадры были, чтобы экспортировать их. Но на самом деле первая задача сейчас это, чтобы не было такого количества внешних рабочих на крупных предприятиях, на наших горнодобывающих объектах, ведь они у нас развиваются с бешеными темпами, и здесь, конечно, мы хотим, чтобы, вот жители часто говорят, вот у нас на 300% Эльга-Уголь поднял производство в этом году угля и вывоз и так далее, где наши дивиденды как народ. Вот, конечно, мы в первую очередь должны обеспечивать рабочие места, высокий уровень жизни, хороший социальный пакет тем нашим гражданам, которые работают на этих предприятиях. На это сейчас нацелена вся система образования. На это сейчас нацелены специальные программы повышения квалификации, программы местной кадры в промышленности, чтобы люди действительно чувствовали дивиденды от промышленного роста. Ну вот самое интересное это про статус вахтовых поселков, потому что мы все с этим столкнулись в прошлом году вот на Чаенде, да, когда было непонятно, кто должен этих людей лечить и как сложно было в этой ситуации. Все-таки всех вывезли, все, ну то есть это прям такой... Ну, это колоссальная нагрузка на нашу медицину. То есть, во-первых, это высочайшая благодарность, низкий поклон нашим медикам, которые смогли в этой непростой ситуации наладить все эти потоки и садминистрировать блестяще эту задачу. Надо сказать, что Чаенда это, ну, прям, это признание федеральный, да, успешный кейс. Успешный кейс неправильного отношения в начале. То есть вначале эта проблема не была оценена так высоко, в том числе и самими производственными компаниями. Я не беру только отдельно Чаенду, вообще в целом промышленники к этой проблеме отнеслись изначально с недолжным вниманием. Потом мы эту ситуацию изменили, показали, как это должно происходить. И полностью изменилась картина, и сами промышленники потом полностью поменяли свой подход, сами сделав у себя специальные техрегламенты. Сейчас изумительно выстроена работа, и газодобывающие, и нефтедобывающие, и угольные предприятия, и металлургические. Все у нас абсолютно сейчас занимаются проблемой ковида и имеют у себя достаточный потенциал для решения этих вопросов. Я считаю, что это заслуга, как говорится, любой кризис порождает прогресс. Да, но это как на китайском языке говорят, что кризис состоит из двух иероглифов: проблема и возможности. А вот еще немного цифр. За 9 месяцев 2021 года индекс промышленного производства в Якутии вырос почти на 22%, ну, в сравнении с прошлым годом. Вот, комментируя это, глава Якутии сказал, что это обусловлено реализацией крупных инвестпроектов, в том числе и ТОРов, так называемых, территорий опережающего развития. Вот, расскажите подробнее про эти успехи, вы ведь промышленность как раз курируете. Здесь цифры говорят сами за себя. Действительно, у нас промышленный рост более 21%. Это беспрецедентные показатели в России, на самом деле. У нас такого, ну, в республике, конечно, никогда тоже не было, но в России в пандемичный год, за это время, когда предполагалось и прогнозировались большие спады, да, и промышленные, и так далее, во-первых, мы поняли, что у нас не, как говорится, не хлебом единым, не алмазами едиными экономика поддержана, да, хотя Алроса великолепные результаты показала, великолепные. И большое тоже спасибо этой компании, этой нашей вот такой образующей компании. Она остается самым главным донором, но туда добавились новые, совершенно неожиданно у нас вырвались вперед угольные предприятия, новое предприятие Эльга-Уголь, которое нарастило бешеными темпами совершенно свои объемы. Конечно, налоговые поступления тут же пошли к нам. Это наши золотодобывающие предприятия, которые тоже в прошлом году потрясающие темпы. В этом году эти темпы продолжатся. Если в прошлом году там было около почти там 40 тонн, где-то 30-35 был прогноз, то в этом году темпы растут еще больше. То есть и мы ожидаем, что
40-46 у нас будет уже в следующем году, больше 46 тонн. Это, безусловно, скажется на наших налоговых поступлениях. Ну и, конечно, наши нефтегазовые предприятия, которые на нашей территории ведут свою деятельность, они развиваются, они бурят скважины, они увеличивают добычу и, конечно, привлекают большое количество новых работников. Поэтому здесь из налогов складываются наши доходы, и эта ситуация у нас очень хорошо поддерживается. Но я хочу сказать, что не только в добывающей промышленности сейчас делается акцент, это и малое и среднее предпринимательство, которое было очень сильно поддержано в пандемичный период. Мы большое количество федеральных средств получили, мы собственных средств очень много вложили в их поддержку. Мы видим этот эффект сегодня. Количество МСП у нас, предприятий МСП у нас растет, количество индивидуальных предпринимателей растет, и количество самозанятых у нас тоже растет. Поэтому вот это, наверное, самая большая заслуга. То, что для тех, для кого сделать что-то сложнее, у нас также было получены хорошие результаты, и эта работа проведена, она сегодня выражается в позитивной динамике. Ну вот тут тоже непонятно, насколько это новые предприятия, насколько это люди просто вышли из тени и поняли, что им выгоднее для нас самое главное, что это те, которые сейчас в нашем обществе, в нашей экономике являются официальными, зарегистрированными участниками нашей деятельности. Поэтому, конечно, мы видим разные примеры этой динамики, этих цифр, разные источники, разные причины, но результат, он превосходит. Вот на WhatsApp еще один вопрос по аварийному жилью пришел. Мы живем в Мархе на улице Заводская, 14. В программе «Аварийное жилье» в департаменте по жилью ничего не известно, что делать жильцам. Это бывшее здание школы. На самом деле таких вопросов у нас поступает достаточно много. Я хочу сказать, что у нас открытые линии, во-первых, я периодически провожу также открытые линии, прямые эфиры, где мы можем вместе с министрами, с руководителями наших направлений, блоков эти вопросы прямо в моменте решать. Либо, если эти вопросы требуют какого-то времени на доработку, я, конечно, не помню, честно вам скажу, всех объектов и всех проектов, это невозможно, но ни один запрос у нас не остается неотвеченным. Если у вас этот адресат, этот заявитель имеет обратный адрес, и можно к нему будет обратно передать ему обратную связь, то, безусловно, я вам мы после это эфира передам сделаем номер телефона. в считанные дни. Да. И, конечно, все вопросы мы с удовольствием получаем на всех наших источниках, все соцсети, прямые эфиры, они готовы воспринимать любые вопросы и любые просьбы. Передадим телефон обязательно. Хочу про газификацию тоже поговорить. Вот какие у нас сейчас программы реализуются, льготные какие-то, может быть, кто может воспользоваться. Это прям острый вопрос для многих районов. Острейший вопрос. На самом деле острый вопрос для территорий с высокой плотностью, та же Марха в частности. Это же тоже для них такой краеугольный, наверное, вопрос. Я хочу сказать, что есть две программы. Во-первых, переход от централизованного к индивидуальному газовому отоплению. Эта программа в газифицированных районах себя уже прекрасно показала. Понимая, что не у всех может быть в моменте средства для установки газового оборудования, мы делаем субсидии. В размере где-то в среднем они около 117 тысяч рублей на домохозяйство. В частности, в Червачинском Улусе мы 60 домохозяйств по такой схеме субсидий предоставили. На установку котла в доме? Да, на установку котла, оборудование по фасаду, это периферия. Но я могу сказать, что у нас сейчас крупнейшая программа, опять же, по указу президента Российской Федерации, по его поручению, программа догазификации социальной. В эту программу у нас огромные средства тоже, емкость этой программы составляет большие очень цифры, это более 3 миллиардов рублей, 3,5 миллиарда рублей, из них половина предоставляет ПАО «Газпром». Поэтому в рамках работы с «Газпром Межрегионгаз» мы эту программу будем осуществлять, причем в очень короткие сроки. Мы должны ее сделать за 2021 и 2022 год. Она предполагает догазификацию там, где уже, собственно говоря, есть возможность увеличить подачу газа и периферия для того, чтобы к домовладениям подвести газовые сети. Ну и, конечно, отдельно скажу про программу, я об этом говорил, кстати, на недавнем форуме в Санкт-Петербурге, это по программе
нашей газовой безопасности, потому что наша трубопроводная система построена не вчера, она была построена в 60-е годы, и, конечно, замена ряда трубопроводов нам просто сейчас необходима, мы на это также получаем в следующем году федеральные средства, поэтому здесь мы тоже будем вести активную работу, то есть следующий год, возможно, будет называться газовым. Вот еще на WhatsApp приходят вопросы. 55-й квартал по Залогу, будет ли обустраиваться? 55-й квартал заложный квартал города Якутска. Это вообще отдельный проект, на него можно отдельную дискуссию провести. На самом деле это старинный же самый такой и вопрос, и территория. Это очень красивая территория, которая за последнее время фактически не уделялось никакого внимания. Это одним из первых таких акцентов, которые Арсений Сергеевич, придя на пост руководителя республики, нам дал поручение заняться. Мы этот вопрос начали прорабатывать, но сейчас, как нельзя более кстати, пришелся новый закон о комплексном развитии территории, который был принят в прошлом году, в конце прошлого года. И мы планируем осуществлять именно в рамках комплексного развития территории расселение, строительство, реконструкцию. Это и коммуникации, инфраструктура, это и ряд домов, которые являются памятниками, это и те жители, которые хотят оттуда переселиться или получить там новое жилье. Поэтому в комплексе эта проблема у нас будет решена красиво, правильно и достойно. Перспектива скольких лет это примерно? Любой проект КРТ — это вопрос не одного года, но понятно, что не я считаю, что 5 лет, 10 лет. в рамках, я бы сказал, скорее 5, чем 10, потому что... точнее сказать, наверное, невозможно. Точнее сказать невозможно. Еще один последний вопрос тоже отдам зрителю. Здравствуйте, когда будет построен мост через реку Лена на участке Нижний Бестях Якутска? Он очень нужен жителям Якутии. Вы знаете, я могу сказать, что мост точно будет построен. Это самый главный посыл. Это, мне кажется, уже в республике не осталось тех, кто считает, что это проект какой-то там, во-первых, фантастический, во-вторых, там спорный. Это, безусловно, самый нужный проект сегодня. Мы говорим о ценах на жилье, мы говорим о ценах на строительные материалы, мы говорим о доступности территорий наших и так далее. Эти все планы, они вообще невозможны без Ленского моста, потому что этот мост, он увяжет то, что на сегодняшний момент как раз вот это вот связующее звено отсутствует полностью. Мы рассчитываем на то, что в следующем году, стройка уже началась, мы рассчитываем на то, что в следующем году у нас уже будут активно вести строительные работы, и мы, в принципе, этот объект должны получить до 2025 года, как мы и ожидаем. Это, наверное, один из самых амбициозных, самых крупных, но и самых важных объектов инфраструктуры в республике. И, конечно, мы рассчитываем на то, что вся страна понимает важность этого проекта. Вот на этой замечательной ноте мы, наверное, и закончим нашу беседу, потому что время подходит к концу. Спасибо вам за интересный разговор. Желаю успехов в вашей Спасибо работе. большое. А зрителям телеканала «Якутия-24» отличного настроения и хорошего вечера. Оставайтесь на канале «Якутия-24». Это была программа «Якутия Лайв». С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.